очень такая актуальная тема. Сегодня к нам приехали много гостей из Союза WorldSkills из других регионов, которые связаны с системой среднего профобразования. И разрешите начать семинар стандарта проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. И сегодня я хотел бы отметить, что присутствует здесь руководитель управления регионального стандарта и тем экзамена нашего союза, молодой профессионал Уфимцев Данил Александрович. Здесь присутствуют директора профессиональной образовательной организации Республики Саха-Якутия, а также директора и руководители, ответственные работники образования организации среднего профобразования из других регионов. Слово, перед тем, как передать слово заместителю руководителя среднего профобразования от нашего министерства, в ходе подготовки к государственной трудовой аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам ВСР наших профессионально-образовательных организаций, я хочу отметить, что на днях у нас принята и одобрена концепция правительством Республики Саха-Якутия, концепция развития среднего профобразования до 2022 года. И в рамках данной концепции имеется план мероприятий, и по этому плану мероприятий мы к 2022 году должны достичь количества 1000 студентов, сдавших итоговые работы в форме демонстрационного экзамена. Хотел бы от имени руководства нашей республики, руководства Министерства образования, от себя лично поблагодарить наших коллег, Олега Эдуардовича, Данила Александровича, нашего земляка, в том, что вы сегодня приехали в такую даль и непосредственно работаете в нашей деловой программе. Слово представляется Стручковой Елене Лукиничне, зам руководителя отдела среднего профобразования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, так, вначале я немножко, конечно же, напомню о том, что есть очень солидная нормативно-правовая база федеральная. Демонстрационный экзамен был введен по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, также во исполнение распоряжения комплекса мер по совершенствованию системы среднего профобразования, также является одним из ключевых положений приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». Согласно этого проекта федерального, все субъекты Российской Федерации, в том числе Республика Саха-Якутия, включились в внедрение демонстрационного экзамена. И в начале, вернее, в конце 2017 года был издан порядок федеральный о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. Следующий слайд. Здесь уже вы видите, значит, какие имеются у нас нормативные документы, изданные Союзом ВСР. Значит, они подробно в нашем семинаре пойдет разговор. Ну, а если касаться регионально-нормативно-правовых актов, то, значит, 2 февраля этого года у нас был издан приказ, согласно которого, значит, наши профессиональные образовательные организации нынче сдают демонстрационный экзамен. Следующий слайд. Здесь вы, следующий слайд.
Здесь вы видите наши количественные в этом году показатели, касающиеся проведения демонстрационного экзамена. Всего будут сдавать в 2018 году 217 выпускников учреждений среднего профессионального образования по 9 компетенциям WorldSkills Россия. Всего организовано у нас 10 центров проведения демоэкзаменов, 12 профессионально-образовательных 12 профессиональных образовательных организаций будут принимать участие в проведении демоэкзамена. Кроме 217 выпускников, которые будут сдавать в рамках государственной итоговой аттестации, 18 выпускников, 18 обучающихся у нас принимают участие в демоэкзамене в виде промежуточной аттестации. И 5 участников у нас параллельно будут проходить независимую оценку квалификаций. 33 участника из 217 являются выпускниками, которые сдают демоэкзамен согласно федеральных государственных образовательных стандартов. И 130 экспертов у нас принимают участие в проведении демоэкзамена. Следующий слайд. Всего у нас 12 образовательных учреждений, вы их список видите, в рамках пилотной апробации проводят демонстрационный экзамен 11 профессиональных образовательных организаций, в том числе Алданский политехнический техникум, Южный Якутский технологический техникум, Светлинский индустриальный техникум, Якутский технологический техникум сервиса, Жатайский техникум, Якутский торгово-экономический колледж, Якутский промышленный техникум, Юрбинский техникум, Якутский индустриально-педагогический колледж, Транспортный техникум, Региональный технический колледж в городе Мирном. Также в рамках ФГОС у нас проводит демонстрационный экзамен Якутский коммунально-строительный техникум. В итоге всего в городе Якутске у нас 5 образовательных учреждений проводят демонстрационный экзамен. Жатайский техникум и в городском округе Жатай. И 6 учреждений у нас расположены в различных вузах республики. Следующий слайд демонстрирует у нас перечень компетенций, по которым у нас проводится демонстрационный экзамен. Их всего, как я говорила, 9. Это ремонт и обслуживание автомобилей, электромонтаж, администрирование отеля, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство, сантехника и отопление, сухое строительство и штукатурные работы, и сварочные технологии. Как вы видите, здесь представлены компетенции по различным направлениям. Есть и сфера сервиса, есть сквозные, такие как сварочные технологии, есть по транспорту и по строительству. Следующий слайд. Проведена определенная работа по аккредитации центров проведения демонстрационных экзаменов. Начиная с января по март, заявки все положенные на аккредитацию поданы в Союз ВСР. В течение этого времени у нас проводилась работа по устранению замечаний по аккредитации СПДЕ со стороны Союза. И в настоящий момент у нас аккредитованы всего 10 по 10 компетенциям. Следующий слайд. Аккредитацию мы получили по администрированию отеля, по кондитерскому делу, по парикмахерскому искусству, это Якутский технологический техникум сервиса, Якутский индустриально-педагогический колледж, сварочные технологии, Якутский коммунально-строительный техникум по сухому строительству, по сантехнику и отоплению по 2 компетенциям, Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации имени Гаврилова по поварскому делу, Светлинский индустриальный техникум по компетенции электромонтаж,
Региональный технический колледж по компетенции сварочной технологии и Алданский политехнический техникум, значит, аккредитацию получено по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. В настоящее время мы ждем сведений об аккредитации еще по 4 компетенциям центров проведения демонстрационных экзаменов. Это по Южно-Якутскому технологическому колледжу компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей, Якутский технологический техникум по поварскому делу, Жатайский техникум также по поварскому делу и по транспортному техникуму, транспортный техникум по сварочным технологиям. И здесь вы видите план работы, который был проведен по подготовке демонстрационных экзаменов. Значит, каждое профессиональное образовательное учреждение по своему плану ведет подготовку выпускников сдачи государственной итоговой аттестации, ведется согласование списка экспертов, идет работа по внесению данных выпускников и экспертов в систему СИС, также по обеспечению онлайн-трансляции демонстрационного экзамена в сети интернет и проведение демонстрационного экзамена у нас намечено май-июнь месяц. В настоящее время, 21 мая, проводится демонстрационный экзамен в Алданском политехническом техникуме по промежуточной аттестации. Что у меня информация? Коллеги, ну я как не чужой человек, тогда возьму Слово предоставляется Спасибо. Устинцеву Данилу Александровичу. Можно я начну? Добрый день, коллеги. Пользуясь возможностью данным мероприятием и участием в этом мероприятии Базера Олега Эдуардовича, заместителя технического департамента Союза молодые профессионалы WorldSkills, прежде чем начать свое выступление, я хотел ему предоставить слово, поскольку проект демонстрационный экзамен реализуется очень тесно с техническим департаментом, и большинство вопросов мы решаем совместно. И вкратце несколько комментариев от Олега Эдуардовича, если он не против. Конечно, не против. Добрый день. Спасибо, Леонид Александрович, за пару минут. Да, у меня не выступление, я бы хотел вас всех приветствовать. Демонстрационный экзамен уже 2 года мы его проводим. 2 года или 2,5. Сначала это был совсем небольшой пилотный проект. Теперь уже можно смело сказать, что мы вышли на масштабный национальный проект демонстрационного экзамена. И вот за то время, которое прошло с момента запуска, я как представитель именно технического департамента могу сказать, что достаточно много было выявлено моментов, которые требовали доработки, изменений. Да, все, вот, кто сейчас в процессе демонстрационного экзамена участвует, знают, что у нас выпущен порядок готовых к проведению демонстрационного экзамена, выпущен целый пакет документов с инструкциями, как и что необходимо делать. Но несмотря на то, что у нас вот этот период демонстрационного экзамена закончится только в июне, мы уже сейчас понимаем, и вот с Данилом Александровичем ведем обсуждение того, что необходимо будет изменить в порядке подготовки и проведения демонстрационного экзамена на следующий, 2019 год. Тем более с учетом того, что предстоящий год-два масштаб, количественные показатели демонстрационного экзамена, вероятно всего, вырастут в разы, возможно, даже в десятки раз. Вот, поэтому у меня к вам большая просьба в ходе сегодняшнего совещания. Если будут какие-то вопросы, обязательно их задавайте, предложения, мы все будем фиксировать для того, чтобы улучшить процесс демонстрационного экзамена. Потому как все мы в нем участвуем, но в первую очередь, конечно, не мы, а те студенты, которые
проходят промежуточную или итоговую аттестацию. И в связи с тем, что это связано для них с будущим трудоустройством, конечно, наиболее важно сделать так, чтобы те результаты, которые будут получены студентами в демонстрационном экзамене, они максимально точно отражали уровень навыков, которыми студенты обладают. Спасибо, хорошей работы. Да, спасибо, Олег Эдуардович, за ваше выступление. Позвольте мне перейти тогда к выступлению с презентацией. И прежде чем начать свое выступление, поблагодарить и отметить неплохой доклад со стороны Министерства образования и науки по подготовке и проведению демонстрационного экзамена. И мы видим, что ведется большая работа для того, чтобы демонстрационные экзамены были проведены. И здесь важно отметить, что регионы участвуют из 85 регионов, 26 регионов участвуют в проведении демонстрационного экзамена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. И, по сути, сдача или не сдача этого экзамена приводит к выдаче или не выдаче диплома. И, как было отмечено, Якутский коммунальный строительный техникум в этом масштабном политическом и революционном, можно сказать, как мы его называем, проекте участвует. И завтра мы отдельно все вопросы проговорим, проработаем. Вот. Ну и регион второй год подряд участвует в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена. И я бы хотел, наверное, больше остановиться на тех моментах, не пересказывать те объемы, которые есть, и вы сами прекрасно понимаете. Всегда интересно посмотреть, а как же у соседей, что там происходит. Вот этой информацией поделиться и, наверное, некими точками роста, направлениями актуальной информации, связанной с развитием проекта в ближайшем времени, в будущем. Можно, пожалуйста? Ну, я не буду выступать по традиционным слайдам. Можно сразу, пожалуйста, дальше, следующий слайд. Дальше, следующий слайд. Ну, давайте начнем. Можно в следующем мы к нему вернемся? Дальше. Дальше. Ну вот, коллеги, собственно, объемы работы по проведению демонстрационного экзамена в 2018 году, которые запланированы у Союза WorldSkills. Мы работаем по 3 направлениям, которые планово ведутся. Это экзамены по ВГОСам, это пилотная апробация в субъектах Российской Федерации и это участие образовательных организаций высшего образования в проекте. Ну и снизу мы видим тот объем, который есть, и получается, если сравнивать количественные показатели, которые у нас есть в 2017 году и с планами на 2018, то у нас рост в 2 раза по всем параметрам, ну кроме количества компетенций. Следующий слайд, можно, пожалуйста? Вот, собственно, мы традиционно на всех мероприятиях делаем такую сводную информацию о вовлеченности субъектов по различным параметрам. И вот один из параметров – это, собственно, по количеству компетенций, какой охват у колледжей. Хочу отметить, что в рамках отбора было обязательное требование не менее 3 компетенций, не менее 3 колледжей, 50 человек, минимальный параметр. И хочу отметить, что здесь могут цифры не совпадать, потому что сюда не включена информация по экзаменам, которые проходят в рамках ГИ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Ну вот, собственно, следующий слайд. Я не буду комментировать, все прекрасно видно. По количеству образовательных организаций, значит, ну и здесь мы видим, что в разрезе Дальнего Востока еще показываем участие субъектов, и от Дальнего Востока участвуют 3 субъекта России. Это Хабаровский край, Сахалинская область и Якутия. Следующий слайд. По количеству участников. Ну, нужно отметить, что те регионы, Якутия и Хабаровский край, эти регионы участвуют в рамках проекта, участвовали в реализации демонстрационного экзамена в рамках проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста». И в этом году уже непосредственно регионы проходили отбор
И что важно, количественные показатели по 2 регионам увеличились, что можно отметить в других регионах динамики нет, там, роста участников, там, количество образовательных организаций. Поэтому здесь важно, что есть динамика увеличения роста охвата сети колледжей, увеличение количества участников, ну и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Для нас принципиально важно вести работу по взаимодействию с предприятиями, и на сегодняшний день, к сожалению, у нас в Якутии нет ни одного подписанного соглашения о признании демонстрационного экзамена. Вот такая вовлеченность предприятий в субъектах Российской Федерации, которая оформлена соглашениями. Мы считаем, что, собственно, эта процедура в первую очередь важна конечному работодателю. И хочу отметить, что в конце года, по итогам, когда будем подводить итоги реализации проекта, будем смотреть анализ. И у нас есть такая задача, поручение соответствующее, сделать анализ вовлеченности бизнеса в реализацию проекта. Ну, то есть это некая оценка участия бизнеса в участии в подготовке кадров. И один из элементов — это как раз участие в финальной оценке, когда выпускники проводят демонстрационные экзамены, участвуют в демонстрационных экзаменах. Поэтому хотелось бы, чтобы в течение года у нас появились с вами эти соглашения, и мы с вами могли эту работу вести. Дальше можно, пожалуйста? Ну, как я отметил, что участвуют у нас не только колледжи и техникумы, но участвует высшее образование. И здесь выделены образовательные организации высшего образования, которые расположены в Дальневосточном федеральном округе. И очень для нас приятно, что федеральный вуз, Дальневосточный федеральный вуз, Северо-Восточный федеральный университет заявился на пилотную апробацию. И наряду со всеми вузами, которые являются федеральными, участвуют в реализации проекта. Следующий слайд, можно, пожалуйста? У меня вопрос, это, собственно, информация по ТОП-50. Общие цифры: 24 региона, 44 образовательные организации, 1280 обучающихся, 15 компетенций в WorldSkills. Ну и участие колледжа, Якутского колледжа уже было озвучено, я не буду повторяться. Перейдем дальше. И следующий слайд — это слайд, посвящен синхронизации системы, так скажем, WorldSkills, это чемпионаты демонстрационного экзамена, система независимой оценки квалификации. И тут прозвучало, что 5 человек участвуют в рамках НОУКа. К сожалению, у Союза такой информации нет. Можно ли уточнить, если есть информация? Это у Ольги Александровны? В общем, мы тогда с вами пообщаемся, потому что у нас взаимоотношения, мы с Алексеевной говорили, у нас взаимоотношений между СПК, Сварка и Союзом WorldSkills нету. И, соответственно, нет оснований для того, чтобы мы признавали результаты их или они признавали наши результаты. И то, что, возможно, на регионе это прорабатывается, мы тогда с Верой Алексеевной рассмотрим более подробно, что там и как это реализуется, и каким образом туда ввязался демонстрационный экзамен. Но на федеральном уровне у нас именно с этим СПК взаимодействия пока на сегодняшний день никакого, к сожалению, нет. Обратно есть у нас на сегодняшний день 3 СПК, с которыми мы подписали соглашение о признании демэкзамена. С одним из них мы оформили взаимоотношения в виде полномочий, делегирования полномочий Союза WorldSkills, Центра оценки квалификации, и участники, как можно следующий слайд? Участники по сервисным компетенциям, которые принимают участие в демонстрационном экзамене, это 9 субъектов заявилось, 25 колледжей и 342 обучающихся. Собственно, это совмещение 2 процедур.
Независимая оценка квалификации, профессиональный экзамен состоит из 3 обязательных элементов. Первый элемент — это портфолио, ну, то есть документы определенного характера. Вторая часть — это теоретическая, третья часть — это практическая. И с СПК «Индустрия гостеприимства» у нас как раз-таки реализовано, что СПК признает результаты демонстрационного экзамена и засчитывает их в качестве профессионального экзамена. Но это, собственно, означает, что студенту после окончания колледжа, а с 2020 года мы знаем с вами, что независимая оценка квалификации становится обязательным элементом, и здесь после окончания колледжа непосредственно студенту или на тот момент уже выпускнику или молодому специалисту нужно будет повторно примерно в этом же колледже, примерно по таким же заданиям сдавать некую отдельную процедуру. И поэтому мы с рядом СПК ведем эти мероприятия, с 3 СПК, как я уже сказал, у нас по этой методике подписаны соглашениями, и мы обмениваемся результатами, предоставляем тех людей, которые заявились на участие в этом эксперименте, и в течение года люди после окончания могут досдать профессиональный экзамен, а с СПК «Индустрия гостеприимства» вот эти 342 человека после сдачи демонстрационного экзамена сдают теоретическую часть и получают в случае выполнения набора необходимых баллов и достижения определенного результата, получают помимо диплома свидетельство о квалификации. Это, собственно, в первую очередь большая польза для самих студентов, обучающихся и уже далее молодых специалистов. Ну и экономия ресурсов, как мы с вами понимаем. Вот. Ну и у нас ожидается в конце мая подписание соглашения с еще одним СПК. До конца года мы планируем подписать 7 соглашений, не менее 7 соглашений с различными СПК по как раз таки признанию этой процедуры и его результатов. Следующий слайд можно, пожалуйста? Еще один очень интересный проект, но многие, получается, что когда мы здесь отмечаем, что студенты якутских колледжей не имеют возможности на сегодняшний день, и регион не заявился на этот проект. Есть еще один интересный проект, который тоже, к сожалению, миновал Якутию, но он связан с индустриальной сертификацией. Это, собственно, тоже такая интересная живая тема. Компания 1С признала демонстрационный экзамен и его результаты. Есть компетенция, которая называется IT-программные решения для бизнеса на платформе 1С предприятия 8. По этой компетенции проводятся чемпионаты, по этой компетенции проводятся демонстрационные экзамены. И, собственно, при достижении определенного, опять-таки, уровня студент, помимо skills паспорта, документ, который выдается по результатам демонстрационного экзамена, получает индустриальный сертификат, который признается у компании 1С. Но мы с вами знаем об этой компании, очень много юридических лиц с этим работают, и компания сама очень сильно заинтересована, и она ввела как раз-таки отдельно под демонстрационный экзамен квалификационный уровень, ну и сама занимается активно этим проектом. Ну и очень интересно будет получить результаты после реализации проекта. И думаю, что в следующем году эта практика станет более масштабной. Следующий слайд, если есть. Ну вот, собственно, информация про регионы, которые в этом участвуют. 5 субъектов, 11 образовательных организаций и почти 200 обучающихся. Следующий слайд, пожалуйста, если он есть. Ну, это как раз про это еще 3 субъекта, 5 образовательных организаций и 100 обучающихся. Это надо, да, приплюсовать. По-моему, все. Можно вернуться в начало? Ну вот можно на независимой оценке квалификации остановиться. Я хочу добавить, здесь ведется на самом деле большая содержательная работа. Но в первую очередь мы определяем пересекающиеся компетенции и квалификации, которые есть в соответствии с профессиональными стандартами.
Поскольку система профессиональных стандартов, она такая достаточно новая для нашей страны, а по ряду там направлениям, отраслям еще нет утвержденных стандартов, они в разработке, и у нас очень большой запрос от разных СПК, несмотря на то, что у нас есть, несмотря на то, что у нас нет соглашений о признании демонстрационного экзамена, однако есть письмо Министерства труда, точнее приказ Министерства труда, в котором как раз-таки обозначено привлечение Союза WorldSkills в разработке профессиональных стандартов. И мы в этом направлении участвуем. И здесь как раз-таки ведется работа, связанная с оценочными материалами, с пересекающимися компетенциями, квалификациями, с совместной подготовкой экспертов для единой процедуры. И вот этот вот проект у нас как раз в формате эксперимента в СПК индустрии гостеприимства реализуется. Можно назад? Да, вот мы про объем сказали, еще назад, да. Еще назад. Но хотелось бы на этом слайде еще разочек остановиться, потому что мы на сегодняшний день полностью отработали систему, она уже работает. Все участники чемпионатов движения «Молодые профессионалы WorldSkills» и все непосредственно участники демонстрационных экзаменов попадают в информационную систему ЕСИМ со своими результатами. И на сегодняшний день эта платформа имеет возможность, мы имеем возможность предоставлять ее различным категориям лиц. И в плане у нас в этом году как раз-таки реализовать эту информацию для того, чтобы в этой системе был личный кабинет у региональных координационных центров, чтобы они видели полностью все результаты и как чемпионатов, так и экзаменов, так и для органов исполнительной власти, которые занимаются регулированием в системе образования. В рамках их стандарта есть практики, когда мы планируем эту также доступ базы дать органам, которые отвечают за промышленность, ну, то есть в рамках регионального стандарта там те ответственные организации, которые определены. И поэтому хочу дополнить, что мы эту систему опробировали совместно с нашим стратегическим партнером Росатомом. Они ее полностью, так скажем, исследовали, дали нам все на доработку, и она на сегодняшний день в полном формате доработана. Ну и участники демонстрационного экзамена, хочу напомнить, через личный кабинет могут скачивать в течение после 2 недель, ну, в течение 1-2 недель после завершения экзамена паспорта компетенций и с этими паспортами приходить в те предприятия и те организации, которые признали демонстрационный экзамен. Хочу также отметить и остановиться на предприятиях, потому что для нас это очень тема актуальная. У нас сейчас ведется работа через эту систему по подбору персонала для сотрудников различных организаций, юридических лиц под конкретные параметры и критерии. И мы, собственно, эту работу ведем. Ну, я могу несколько примеров привести. К примеру, знаете, наверное, есть такая организация «Лавка-Лавка», которая занимается там продажей натуральных продуктов, открывает рестораны. И как раз-таки вот под открытие одного нового ресторана, сети ресторанов в Москве, мы, собственно, сейчас обрабатываем этот запрос. Есть запрос от промышленных предприятий. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Это в первую очередь моногорода, где есть одно крупное предприятие, которое получает доступ в систему. И если, допустим, банально привести пример, разные производства, на одном участке нужно варить нержавеющий сталь, на другом участке нужно варить алюминий. Собственно, важно, чтобы подобрать человека с максимально владеющей компетенцией, которая нужна на производстве. Теперь то, что хотелось бы еще отметить, то, что касается самого развития проекта, мы на сегодняшний день
ведем большую работу по автоматизации проекта. Ну, собственно, все процессы, которые связаны с подготовкой и проведением демонстрационного экзамена, на нашей платформе разработано отдельный блок, посвященный демонстрационному экзамену. И начиная от занесения экзаменов с графиками, с датами проведения, с согласованием главных экспертов там, и экспертных групп, занесением участников, экспертов и прочее, и в конечном итоге получение результатов в этой системе, значит, мы уже программу реализовали в пилотном формате в регионе, сейчас в регионах сейчас идет апробация этой системы. Ну и в планах после завершения массы экзаменов в мае-июне мы также планируем к этим графикам предоставить доступ министерствам и полный доступ региональным координационным центрам. Это первая задача, она связана с автоматизацией, так сказать. Вторая задача, и мы максимально привлекаем колледжи, которые могли бы выступить партнерами, это цифровизация экзамена. Ну, условно, сейчас проблема, Светлана Валерьевна, может, не даст соврать, проблема, что там под каждый уровень задания демонстрационного экзамена нужно минимальное количество экспертов. По разным компетенциям там разное, где-то 5, где-то 15, где-то 10. И понятное дело, что эти люди там отрываются на неделю и так далее. И мы поставили себе амбициозную задачу сделать оценку не людьми, а компьютером. И ряд компетенций в рамках 2018 года мы планируем как-нибудь обкатать, и на 2019 год по ряду суженных компетенций, определенных перечней компетенций, выйти на эту цифровую оценку этих экзаменов. И знаете, что самое удивительное, Олег Эдуардович, у нас там самые первые парикмахеры, по-моему, рвутся, да, и говорят, что это можно сделать, цифровой демэкзамен. Вот. Но, тем не менее, в первую очередь, конечно же, логически понятно здесь, что этот проект реализуем в первую очередь по компетенциям IT-направления. И колледж конкретный, где проходят сейчас отборочные соревнования и имеющееся оборудование на сегодняшний день достаточно максимально соответствует требованиям для того, чтобы можно было и кадры готовить, и эксперты, и имеющиеся эксперты для того, чтобы в таких амбициозных проектах участвовать. Ну и здесь важно, что мы работаем не только с колледжами, но и с различными предприятиями. Вот на прошлой неделе иранская IT-компания подписала с нами соглашение о признании демэкзамена в Казани на базе МЦК как раз таки. Мы там показывали демонстрационный экзамен. И есть ряд российских компаний и так далее. Но, например, у медиков этот вопрос решен. Они там полностью сделали оценку компьютером. Мы вот этот опыт изучали и, в общем, этот проект ведем. И хотели бы, чтобы это сделалось вместе там, с, как минимум, 100 колледжами движения WorldSkills. Следующее, я плавно перехожу в международные рамки. Демонстрационный экзамен — это проект не только российской рамки там, или региональной рамки, или муниципальной подготовки кадров под регион муниципальный. Мы понимаем, что сейчас реализуется и очень много обсуждается программный документ, и он уже принят, и уже реализуется по цифровой экономике. Очень много сейчас про это говорится. И ряд есть других проектов, в том числе рабочие кадры для передовых технологий, которые так или иначе связаны. И понятное дело, что здесь, помимо региональной или российской экономики, есть интерес, в частности у президента страны, выходить на мировую экономику и, собственно, что-то зарабатывать. Поэтому что мы делаем? Мы, во-первых, продвигаем демонстрационный экзамен как образовательный продукт. 7 стран признали на уровне WorldSkills России и WorldSkills, допустим, Индия или Китай, или, к примеру, та же Беларусь, где сейчас национальный чемпионат проходит, признали демонстрационный экзамен.
И в частности, если говорить опять-таки про МЦК, когда мы непосредственно показали демонстрационный экзамен, мы с китайской компанией, которая проводит чемпионаты сварщиков, это одни из самых крупных чемпионатов в мире сварщиков, и причем там участвуют как и наши сварщики от WorldSkills, так и от СПК сварки, так скажем, бьются на независимой площадке, чей же сварщик круче. Ну вот, собственно, эта компания, занимающаяся и представляющаяся как в образовании, так и в производстве, и в Казани мы с этой компанией уже подписали дорожную карту о внедрении демонстрационного экзамена в колледжах Китая. И примерный охват около 100 колледжей. И для нас здесь важно, чтобы в регионах, ну, в первую очередь Дальнего Востока, поскольку мы говорим об Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, важно, чтобы были колледжи, которые были нацелены не только там на региональную рамку, но и на международную рамку для того, чтобы участвовать в этом проекте. Ну, не только в этом, потому что мы на хай-теке подписываем примерно такую же дорожную карту и с Индией, и, собственно, это вот такая вот международная рамка, которая позволяет там, передовым колледжам регионов участвовать в этой работе и решать свои вопросы различного характера. Так, что я еще хотел сказать? Наверное, все. Если будут вопросы, я готов на них буду отвечать. Но если что-то я вспомню, я добавлю. Если вы не против. Спасибо. Спасибо, Даниил Александрович. Ну, у нас сегодня совещание в форме открытого диалога, я так думаю, да, и у нас есть несколько вопросов и Даниилу Александровичу, да, и учреждения далее по программе должны будут поступить два учреждения, которые являются значит, пилотами у нас по внедрению демонстрационных экзаменов. К вашему выступлению, Даниил Александрович, я хотела действительно сказать о том, что у нас соглашение, подписанного с работодателями, к сожалению, на сегодняшний день нет, да? Но работодатели у нас принимают участие в части экспертного сообщества. Например, в прошлом году, когда мы в рамках регионального стандарта кадрового обеспечения, значит, сдавали в режиме апробации демоэкзамен, треть экспертов была из числа работодателей, это 27 экспертов. Так, в этом году также, значит, у нас эксперты от числа работодателей имеются, да? Так что мы в этом плане по соглашению будем работать, да? И хотелось бы отметить, что в этом году мы регион в проекте Министерства развития Дальнего Востока, да, это, вы помните, в прошлом году поездка Владимира Владимировича Путина на Дальний Восток и поручение о модернизации системы СПО Дальнего Востока. В рамках этого проекта мы, значит, среди нескольких субъектов ПТО являемся получателями федеральных средств, и большие вливания у нас будут по материально-технической базе в 6 образовательных учреждениях, которые в свою очередь разработали свои проекты. Коллеги у нас также в проекте по апробации демоэкзамена и рекстандарта, да, сейчас находятся у нас на связи, да, у нас совещание в режиме БТС, если будет необходимость, я так думаю, коллеги будут задавать вопросы. Значит, и в рамках этой модернизации технической базы разработанные проекты предусматривают обязательные условия по созданию центров компетенций, да, специализированных, также проведение демонстрационных экзаменов, в том числе соглашение с крупными работодателями. Проект разрабатывается с участием работодателей. Также демонстрационный экзамен у нас проводится в рамках приоритетного проекта федерального, даже рабочие кадры для передовых технологий. Значит, в этом проекте действительно федеральное министерство сделало большую работу, и в этом году, как вы знаете, объявлен конкурс на грант для образовательных учреждений. На сегодня республика, значит, будет
заявляться в этот конкурс 11 образовательными учреждениями. Коллеги здесь присутствуют. И я так думаю, значит, наши проекты оценят, да, и надеемся о том, что развитие, значит, материально-технической базы, развитие вообще системы подготовки, да, в соответствии со стандартами и в том числе проведение экзаменов у нас, значит, уже вольется в массы, да. Хочу отметить о контрольных цифрах приема, которые у нас мониторится в рамках федерального проекта. Если в прошлом году мы набрали в 12 учреждениях 625 человек, да, то в этом году по ФБОС по ТОП-50 у нас был прием уже 1800 человек в 15 образовательных учреждениях. Это, конечно же, влечет за собой увеличение тех выпускников, которые будут в обязательном порядке сдавать демонстрационные экзамены. Да. Здесь поэтому заинтересованные коллеги присутствуют, и, в принципе, мы целенаправленно выбрали таким образом, вот вы видите, да, динамику участия и образовательных учреждений, и увеличения контингента сдающих, да, для того, чтобы все-таки наработать опыт и исключить максимально ошибки, которые будут возможны. Данил Александрович, у меня к вам вопрос в части вот центров оценки квалификации, да? Да, у нас в системе здравоохранения, да, вовсю, значит, внедряется система аттестации. Сейчас все выпускники, ну, все медработники, и в том числе наши выпускники, для того, чтобы пойти работать в медицинской организации, должны будут проходить первичную аккредитацию. Да, предусматривается ли у вас вот, такое же соглашение с системой здравоохранения? Мы этот вопрос обсуждали неоднократно, и есть ряд, допустим, там, в частности, медицинская область, где, собственно, полностью на уровне Минздрава отрегулирована такая, скажем, отраслевая сертификация, и мы видим, что мы делали небольшой опрос из тех колледжей, которые участвовали, в том числе и Якутский медицинский колледж, который участвовал в демонстрационном экзамене. Запрос есть от колледжей или желание на проведение демонстрационного экзамена, однако вопросов синхронизации между... То есть здесь можно проводить отдельно аккредитацию медработников и отдельно демонстрационный экзамен, например, для того, чтобы получить скиллс-паспорт. Но большой в этом необходимости мы не видим, потому что, во-первых, медицинских компетенций не так много, их там около 2-3, которые включены в демонстрационный экзамен. А во-вторых, это связано с тем, что полностью на государственном уровне отрегулирована аккредитация, которая, собственно, связана с непосредственным заказчиком, это медицинскими учреждениями. И по большому счету оказалось так, чтобы там синхронизировать в этом необходимость только в рамках чемпионата. То есть может быть активное развитие, создавать новые компетенции и так далее. И, пользуясь случаем, я бы хотел еще прокомментировать, да, я ссылался на один федеральный проект региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. И вы, наверное, в курсе, что 6 марта президент проводил совещание в Екатеринбурге по развитию системы профессионального образования. Вышел перечень поручений, там, в том числе и демонстрационного экзамена, 50% охвата колледжей всей страны по программам СПО. И второе – это внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения во всех субъектах Российской Федерации. И мы идем по пути в 2019 году, это вот, собственно, по методике отбора там, и так далее, по процедурам, мы идем по пути включения демонстрационного экзамена в полностью в проект «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста». И это означает, что, собственно, в следующем году все 85 регионов заявляются на проведение демонстрационного экзамена через этот проект. Это первое. И, кстати, мы послезавтра на ПМФ уже 15 соглашений первых с губернаторами регионов подписываем между Союзом, ОСИ и субъектом Российской Федерации о
на основании поручения президента как раз таки о внедрении этого стандарта. Первые соглашения мы подписывали об апробации, сейчас мы уже внедряем непосредственно. И второе, что бы я хотел отметить, это важный момент, и я не совсем понимаю, как регионы будут отчитываться, но мы тоже говорили о проекте «Рабочие кадры для передовых технологий». Он рассчитан, то есть тут две вилки входа регионов в проект демонстрационного экзамена. Рабочие кадры для передовых технологий, он рассчитан на все 85 субъектов Российской Федерации. И между субъектом Российской Федерации и Министерством образования и науки подписана дорожная карта реализации проекта, где есть конкретные количественные показатели, что, там аккредитация СЦК, союзовские мероприятия, количество подготовленных экспертов и так далее, в том числе количество человек, которые соответствуют стандартам WorldSkills. И вы знаете, что мы в декабре провели отбор регионов, и все 52 региона, которые заявились, исходя из вот этого пункта, что регионам так или иначе нужно будет проводить экзамен, и они вынуждены и должны будут прийти, мы, собственно, все эти регионы отобрали, и получилось в форме заявки, потому что как такового отбора не состоялось. Но исходя из вот этих вот двух документов или направлений деятельности, которые один проект координируется агентством стратегических инициатив, второй Министерством просвещения уже сейчас. И за счет этих двух проектов в 2019 году мы обеспечиваем 100% участие субъектов Российской Федерации. Спасибо, Владимир Александрович. У нас поняли, да, действительно мы являемся одними из 20 регионов, которые являются субъектами, участвующими в апробации регионального стандарта 201.0. Тот опыт, который получили по итогам прошлого года, мы лег в основу той концепции, которая на днях будет утверждена по развитию системы СПО республики до 2022 года. Ну и предлагаем протокольно сегодня зафиксировать решение нашего мероприятия о том, что наш субъект должен будет также заключить соглашение с агентством стратегических инициатив и союзом WorldSkills на уже внедрение, а не апробацию регионального стандарта кадрового обеспечения. Спасибо. Так, коллеги, у вас вопрос есть? Давайте далее переходим по нашему плану. В соответствии с программой нашего сегодняшнего мероприятия, у нас выступает директор Государственного автономного образовательного учреждения профессионального так Республики Саха-Якутия Якутский технологический техникум сервиса Кокаш Ольга Александровна. Вначале хочу отметить, что при данном техникуме у нас имеется аккредитованный центр компетенции специализированный по кондитерскому делу. В прошлом году мы сделали очень большую работу для того, чтобы все оборудование, вся работа соответствовала тем стандартам, которые предъявляют нашим образовательным учреждениям и проведение этих мероприятий. Да? А также техникум у нас является одним из лидеров, входит в 100 лучших по версии Союза WorldSkills по продвижению движения. Сейчас главное сохранить этот статус. Давайте Ольга Александровна поделится своим опытом прошлогоднего проведения, и какие планы у нас в этом году. Добрый день, уважаемые коллеги. Не слышно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы действительно в прошлом году было принято решение для того, чтобы мы тоже в пилотном режиме проводили демонстрационные экзамены. И надо сказать, что, конечно же, любое образовательное учреждение, которое принимало в пилотном режиме вот такие вот решения, оно, наверное, должно было опираться на некоторую материальную базу. И у нас это было возможно, потому что в прошлом году, вы знаете, что
у нас в Республике Саха-Якутия проводились отборочные соревнования к национальным именно по сфере услуг. И вот здесь вот действительно вот так оно и есть, что кто не работает, тот ничего не получает. Вот эта огромная работа, которая была проведена именно для проведения вот этих отборочных чемпионатов, дала возможность многим образовательным учреждениям нашего региона и нам в том числе. Если у нас была уже достаточно хорошая материальная база, но в прошлом году мы решили вот те проблемы, которые у нас по материально-технической базе еще стояли, по нашим реализуемым компетенциям, и поэтому это тоже дало возможность провести демонстрационные экзамены и не по одной компетенции. Итак, значит, следующий слайд, пожалуйста. Итак, буквально два, наверное, слайда. По 2017 году. Итак, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 2017 года. По результатам пилотного проекта, значит, независимой оценки квалификации выпускников колледжей по стандартам WorldSkills в 2017 году были выявлены учебные заведения с лучшей подготовкой специалистов России. Это у нас было выявлено после того, как мы приняли участие в демонстрационном экзамене. Мы принимали участие по 3 компетенциям: поварское дело, кондитерское дело и парикмахерское искусство. Надо сказать, что, значит, площадки для проведения демонстрационных экзаменов у нас действительно на тот момент были созданы к этому году. Они модернизированы, особенно по кондитерскому делу. Тем не менее, у нас площадка по кондитерскому делу, значит, она единственная в России, которая сертифицирована именно по кондитерскому делу. Значит, были проведены 3 демонстрационных экзамена по названным компетенциям. И, значит, по результатам по кондитерскому делу, по итогам проведения по всей России, мы заняли 1-е место по итогам проведения демонстрационного экзамена. 2-е место было занято по компетенции парикмахерское искусство. И на 13-м месте по России мы были по проведениям демонстрационного экзамена по поварскому делу. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде вы видите как раз центры проведения демонстрационного экзамена по компетенции поварское дело, кондитерское дело и парикмахерское искусство. Следующий слайд. Значит, большую работу, конечно же, необходимо нам проводить по созданию экспертного сообщества по стандартам WorldSkills. Так как демонстрационный экзамен практически проводится по тем же стандартам, как и чемпионаты ВСР, поэтому здесь требуется большое количество экспертов. Отличие же от проведения чемпионатов состоит в том, что наши эксперты, в каждом учебном заведении есть свои эксперты, но мы сами не можем оценивать итоги проведения демонстрационного экзамена. Поэтому, значит, вот на настоящее время у нас по поварскому делу требуется 13 экспертов, обучено 13 экспертов и еще эксперты профессиональных образовательных учреждений, но не нашего, это Жатайского техникума, это техникума, Намского техникума и торгово-экономического колледжа. По компетенции кондитерское дело требуется 13 экспертов, обучены также 13 экспертов и также эксперты этих 3 профессиональных образовательных учреждений. По парикмахерскому искусству сложнее, так как здесь требуется 8 экспертов, они у нас имеются в настоящее время, но нет профессиональных образовательных учреждений, которые бы тоже готовили по этим же стандартам парикмахеров в нашей республике. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, демонстрационный экзамен в 2018 году. Государственная итоговая аттестация в 2018 году, она проходит по пилотной апробации на основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия о проведении государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. У нас она будет проходить в этом году по 4 профессиям. Это профессия повар-кондитер. Здесь 2 компетенции, они отдельно. Компетенция повар, компетенция поварское дело.
компетенция кондитерское дело. Также по профессии, по специальности гостиничный сервис, это компетенция администрирования отеля, и по профессии парикмахер, парикмахерское искусство. В настоящее время идет большая подготовка. Значит, у нас, как уже было сказано сегодня в основных докладах, у нас в настоящее время аккредитованы 3 площадки. Это по кондитерскому делу, по администрированию отеля и по парикмахерскому искусству. И пока в стадии рассмотрения, но практически все документы уже предусмотрены по поварскому делу. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, каковы же особенности проведения демонстрационного экзамена именно в 2018 году? Значит, по профессии повар-кондитер, по компетенции поварское и кондитерское дело у нас будут принимать участие 28 студентов. Значит, 12 из них будут проходить демонстрационный экзамен, сдавать по поварскому делу, 12 по кондитерскому делу, и того 24 студента, и это составит 85,7% от общего количества обучающихся в группе. Значит, по парикмахерскому искусству 25 студентов, все 25 студентов будут сдавать демонстрационный экзамен. По гостиничному сервису администрирования отеля 22 студента у нас выпускаются, количество сдающих у нас будет 17, 77,3%. Особенностями же является то, что в этом году введен комплект оценочной документации, где содержится конкурсное задание по демонстрационному экзамену, примерная схема расстановки оборудования на площадках, примерная программа и так далее. И, конечно же, уровень сложности. Уровень сложности по всем компетенциям мы выбрали 2-й. Значит, студенты, сдающие демонстрационный экзамен, они обучаются по образовательной программе КГОС 3+. И, значит, здесь же особенностью является то, что методики демонстрационного экзамена победители, призеры или участники отборочных соревнований, те, которые, значит, в этом году проходили, они автоматически включаются в систему СИЭС. То есть демонстрационный экзамен они не сдают. У нас в этом году будет только один такой студент, это Буриков Василий по гостиничному сервису. Следующий слайд, пожалуйста. График проведения демонстрационных экзаменов у нас, значит, растянут. Я не буду говорить по каждой компетенции. По поварскому делу он составляет 4 дня, по кондитерскому 2 дня, по парикмахерскому 5 дней и по администрированию отеля 4 дня. Зависит это, значит, количество или время прохождения демонстрационного экзамена от количества мест на площадке и от количества, конечно, сдающих демонстрационный экзамен. Так, и хотелось бы в завершении, пожалуйста, следующий слайд, обратить внимание на проблемы, которые мы считаем, что еще в настоящее время, вот именно сейчас и в этом году они встают перед нами, они не решены. В прошлом году, когда мы вступали в пилотный проект по демонстрационному экзамену, еще раз вот, скажу, что нам повезло в том плане, что мы давно работали над материально-технической базой, и в прошлом году как раз вопросы по материально-технической базе не стояло, у нас была новейшая, полностью соответствующая требованиям проведения чемпионатов и демонстрационных, значит, материально-техническая база. Но стояли вопросы финансового плана, конечно, проведения. И мы поднимали в прошлом году, когда, значит, Дмитрий Евгеньевич приезжал сюда, мы говорили о том, что подготовка, если мы говорим о проведении чемпионатов, мы затрачиваем огромные суммы, и мы решаем эти проблемы. Хотя готовим к проведению чемпионатов, к участию в проведении всего лишь несколько человек. Значит, мы амбициозные цели проведения демонстрационных экзаменов, то есть здесь участвуют по стандартам ВСР, практически по тем же модулям, которые в чемпионате, но участвует практически вся группа. Это тоже требует подготовки, если мы хотим получить какой-то действительно хороший результат. Участвует вся группа. Причем подготовительный период, он тоже существует, то есть их нужно готовить. Готовить их нужно на том же сырье, на том же инструментарии, на инвентаре, то есть расходников очень много. Но всю группу. У нас, например, в настоящее время действительно очень сложная ситуация, и проблема состоит как раз вот в этом плане, что в этом году
почему-то у нас вообще не рассматриваются финансовые вопросы никак. Мы говорим об участии в кадровом обеспечении, значит, кадровое обеспечение промышленного роста, в федеральных программах, в которых мы участвуем, мы работаем действительно, значит, очень серьезно, и в программах, и в проектах все. Но, на мой взгляд, не все образовательные учреждения, я вот могу сказать себе, что мы не можем в полной мере взять на себя обеспечение, финансовое обеспечение проведения по 4 компетенциям демонстрационного экзамена. Это очень сложно. Это очень сложно. И это повлияет на результаты проведения этого демонстрационного экзамена. Но, будем так говорить, не думайте, что это прямо специально такие большие. Это мы взяли суммы, реальные суммы, которые у нас идут на подготовку по компетенциям. Вот, например, для подготовки сейчас к демонстрационному экзамену по 4 компетенциям нам необходим 1 395 934 рубля. Это расходники, инструментарий, это не оборудование. Вот. Это то, что реально. Какими путями и как мы выкручиваемся, это уже другой вопрос. Вот. Ну, я могу даже вот рассказать технологию. Вместо отработки с каждым индивидуально, мы, значит, их, выкручиваемся, будем так говорить. Ну, надеемся, что эти вопросы будут решаться. Это основная проблема. Не исчезает проблема, на наш взгляд, обучения и сертификации экспертного сообщества. Сертификаты выдают на 2 года. Сегодня действительно Верховна Афанасьевна затрагивала этот вопрос, да? Значит, да, у нас сегодня, и вот в рамках кластера индустрии питания, который у нас работает, на мой взгляд, очень действительно серьезно, очень хорошо, Тумырова Татьяна Александровна поддерживает во всех вопросах и решает все эти вопросы. Но, значит, действительно существует проблема того, что растянутость чемпионатов у нас все значит, предприятия участвуют в качестве экспертов, экзамены проходят, значит, даются. В демоэкзаменах тоже это действительно очень тоже проблематично. У них мы пишем письма генеральным директорам, все, но проблематично, чтобы все те же эксперты, они участвовали у нас на всех наших формах итоговой государственной аттестации. Вот, поэтому, значит, вот в плане демонстрационного экзамена, тут я хотела обратиться к своим коллегам, как раз к руководителям образовательных учреждений профессиональных. Значит, наверное, у нас тоже есть вот такие маленькие минусы, по которым мы идем. То есть давайте, значит, рассмотрим свои штатные расписания, давайте не будем наращивать заработные платы, значит, имея 1 человека на 2 ставках, будем брать мастеров так, как это положено, будем готовить преподавателей и так далее. И это тоже, значит, позволит увеличить количество педагогического сообщества в данном случае. Вот. И, значит, решать проблему повышения заработной платы другими путями. Вот. И обмениваться, больше взаимодействовать друг друга, поддерживать и обмениваться друг другом кадрами при проведении демонстрационных экзаменов. Даже если мы не все прямо вот в Якутске находимся. Республика большая, да, значит, далеко друг от друга, но тем не менее. Значит, встают вопросы, конечно же, у нас еще и те, которые мы не затрагиваем на уровне, может быть, министерства, но они встают вопросы. Значит, об оплате экспертам. Просто-напросто экспертов очень много работают, они у нас очень долго. И нам нужно каким-то образом их стимулировать. Иначе он в этот раз у нас побудет 6 дней, другой 4 дня, потом он просто-напросто откажется, потому что отпускают их по приказам. На большой это не на 1 день, не на полдня они уходят к нам, их отпускают по приказам, заработную плату на предприятиях им не сохраняют. Значит, мы должны решать вопросы об оплате тем людям, которые участвуют у нас при проведении демонстрационного экзамена. Ну, третья, в принципе, она такая для всех понятна, что действительно мы должны учиться, и правила меняются, и мы должны обязательно повышать квалификацию. Ну, значит, на последнем вот проблеме я хочу тоже заострить внимание. Она состоит в чем? Мы сегодня очень много говорим о сетевом взаимодействии. Может быть, потому что наше учебное заведение в этом году является федеральной площадкой именно по сетевому взаимодействию. Значит, мы сталкиваемся, насколько, оказывается, очень сложно работать в сети.
И даже очень сложно работать в сети нам с вами, уважаемые коллеги. Поэтому я считаю, что по демонстрационному экзамену вот мы идем по пути. Посмотрите, у нас 3 площадки по поварскому делу, по демонстрационному, вот 3 площадки. Вот это прозвучало тоже в докладах. В Жатайском техникуме демонстрационный экзамен, но мы будем сдавать у себя в Жатае. В торгово-экономическом колледже тоже площадка, тоже они будут сдавать у себя. И у нас тоже. Вот я считаю, вот это как раз недостаток вот этого самого сетевого взаимодействия. Можно и скорректировать графики учебного процесса, можно и, значит, договориться между собой, каким образом это сделать, но никаких денег не хватит, никаких усилий не хватит для создания 3 площадок, 3 образовательных учреждений. Ну, вот, спасибо. Да, спасибо, Александровна. Ну, со своей стороны я хочу сказать, что первое, у нас в 2018 году отличительной особенностью по сравнению с 2017 годом стало введение уровней сложности задания. Если в прошлом году мы проводили все экзамены по всей стране, приравненные к финалу национального чемпионата, то в этом году мы ушли от финала национального чемпионата и привязались к самому стандарту компетенции и взяли его полностью за основу и по нему разработали оценочные материалы и поделили их на 3 уровня. Первый уровень — это максимально сложный, второй уровень — это промежуточный, средний, и третий — это минимальное количество наборов модулей. Это нам позволило что сделать? Это нам позволило, во-первых, увеличить охват сети образовательных организаций и включить в реализацию проекта с колледжи, которые там недокомплектованы с максимальной материально-технической базой. Потому что если сравнивать код комплекта оценочной документации номер 1 и код номер 3, там принципиальное различие с точки зрения инструментов, расходных материалов и самого оборудования. В принципе, по большинству компетенций, кроме там, токарей, что тут станок нужен, что там станок нужен. Вот. То, что касается... Да, а я вот еще, кстати, мне Нюрбуна Афанасьевна спрашивает примеры, да, какие есть в регионах. Но мне хочется приводить этот пример, потому что если мы с вами занимаемся подготовкой кадров, мы должны заниматься подготовкой кадров. Вот тут параллелью проводили между чемпионатами и экзаменами, и наоборот. И один из регионов Москвы, один из регионов нашей страны, город Москва, руководитель департамента Исакович Калина, значит, поставил перед колледжами Москвы задачу стать победителями по всем компетенциям максимально на различных уровнях чемпионата. От отборочных видов до международного. Ну и в принципе эту задачу выполнить в течение какого-то промежутка времени. Ну, Москва у нас лидер по количеству медалей, один из лидеров по количеству медалей. После этого, значит, сказал, ну вот вы научились готовить одного человека, теперь готовьте всех так, 100%. У нас Москва в проекте участвует 100% охват выпускников колледжей, 100% охват образовательных организаций. Это один из примеров, значит, как раз-таки регионов. Но если комментировать конкретно эту ситуацию, когда начинаешь предметно заниматься, мы в Московской области работали, там они тоже, было у них 1000 человек, сейчас около 40 колледжей охватили из 60, по-моему. Когда начинаешь предметно заниматься, находятся какие-то пути решения. Вопрос, связанный с регулированием процедуры проведения демонстрационного экзамена, он не относится, к сожалению, к полномочиям Союза WorldSkills. Но мы не являемся субъектом регулирования для, допустим, министерства регионального или для конкретного колледжа. Мы
если мы говорим о образовательных организациях колледжа, этими вопросами занимается ответственный орган исполнительной власти, у которого, соответственно, эти функции прописаны. И как раз-таки мы тут говорили о том, что ряд денег выделяются, и мы с министерством, с профильным департаментом, так сказать, вместе работаем и как раз-таки закладываем логику, что в первую очередь нам нужно ориентироваться на те колледжи, которые, собственно, участвуют в проекте демонстрационного экзамена, показывают результаты. Потому что бессмысленно вкладывать огромные деньги там, где нет базы, там, где нет преподавателей, там, где нет методического обеспечения, это деньги на ветер. Поэтому, может быть, оно там напрямую в документах не отражено, потому что кроме Союза WorldSkills оценкой занимаются и другие юридические лица, например, Национальное агентство развития квалификаций, которое тоже делает эксперимент по ГИА, и профессионального экзамена. Поэтому вот таким вот образом, и что здесь я могу сказать? Первые 2 года у региона была возможность не участвовать, в принципе, в проекте, да, и ждать, когда там сверху придет какое-то финансирование. Тут палка с 2 концами, медаль, как говорится, с одной стороны хорошая, то есть сейчас колледжи якутские, которые в этом поучаствовали, собственно, саму технологию, саму процедуру обкатали, так или иначе участвуют в развитии проекта. Но с другой стороны, конечно же, возникает ряд вопросов, потому что эта процедура на сегодняшний день, она такая, скажем, носит характер апробации. Деньги, вопрос хороший, поскольку этот вопрос находится в ведении региона, что уже нужно непосредственно разговаривать с регионами и с министерством. Но учитывая сложную ситуацию, конечно, в Якутии, мы это все понимаем. В частности, есть регионы, которые там сокращают объем экзаменов, есть различные практики, есть регионы, которые заявились минимальный объем, наоборот, идут на увеличение. Вот. Ну и здесь, конечно же, важно, первое, политическое решение руководителя региона, второе, безусловно, здесь важно решение регионального министра и понимание этой процедуры. И, конечно, чтобы этот проект реализовать, нужно вести большую работу, и в том числе вот эти вот цифры, которые сегодня показала Ольга Александровна, их показывать, доказывать и закладывать на подготовку. Но есть регионы, которые на сегодняшний день закладывают на субсидии колледжей. Я не знаю, наверное, меня после этого расстреляют, но тем не менее есть практики, например, к примеру, Свердловская область, которая тоже участвовала там в прошлом году около не больше 200 человек, в этом году они там до 1000 дошли и превысили даже. Участвовало там около 70 колледжей, сейчас тоже там рост в несколько раз. И поэтому вот эта вот система самого организационно-финансовой модели, она, конечно же, требует доработки. И мы, подводя итоги демонстрационных экзаменов осенью, планируем большой форум, первый форум — это форум экспертов, для того, чтобы все-таки уходить и вырабатывать отдельные требования для именно демонстрационных экзаменов. А второе — это форум регионов, где как раз-таки мы будем в том числе коллегиально ряд вопросов принимать решения, ну и демонстрировать лучшие практики. Ну, если вот еще из регионов, которые, так скажем, вот очень четко работают, и такая линейка снизу от колледжа до верха, скажем, это можно привести и Самарскую область, которая первая проводила национальный чемпионат. Вот здесь есть, присутствует с нами директор МЦК Юрий Николаевич Багров. Он может поделиться практикой Татарстана, потому что Татарстан в прошлом году, так сказать, не входил в топ каких-то первых регионов по количественным показателям. По результатам там это отдельная история.
на уровне руководителя субъекта проведено было совещание по рекстандарту, и одним из вопросов был тоже мероприятие по демонстрационному экзамену. Появилась бумага, соответствующая работа и так далее. Ну и объем сейчас в Татарстане это около 1500 человек, которые планируют участие в демонстрационном экзамене, и, по-моему, 80% охвата сети колледжей Республики Татарстан. Юрий Николаевич, если есть возможность поделиться опытом, так сказать, превратить наше мероприятие в лучшие практики, как решается в Татарстане вопрос финансового обеспечения? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, на примере нашего техникума информационных технологий, по которому учится 1700 человек, я расскажу о проведении наших инвестиционных экзаменов. Начали мы наш техникум первый в прошлом году в Республике демонстрационный экзамен. Это у нас было 3 группы в прошлом году, и 3 группы мы провели уже по другим специальностям в этом году. Вот меня удивило, значит, то, что для меня директор местного техникума назвал цифру, что 80% студентов в группе участвовало, 70%. Да, демонстрационный экзамен студенты должны, то есть не обязаны сдавать по желанию, но у нас этот вопрос даже не ставится. То есть все 100% студентов, группы которых проходит экзамен, сдают демонстрационный экзамен. То есть чисто, скажем так, в дисциплинарно-приказном порядке. Мы даже не рассматриваем вопрос, что какой студент скажет, по закону вы не имеете права мне заставлять делать демонстрационный экзамен. В том году были трудности, то есть студенты так не хотели. В этом году, вот даже когда мы смотрели, у нас демонстрационный экзамен был по программированию робототехники, мы даже вот сами обратили внимание, дети, когда сдают у нас наш государственный экзамен или диплом, они вот стоят в коридоре, все зашорканные, все переживают, ногти грызут. Как сдавали сейчас демонстрационный экзамен, смотришь на детей, и они вообще, по-моему, даже забывают, что они на экзамене, они как веселые, им самим нравится сдавать демонстрационный экзамен. Это, конечно, очень большой плюс, что студенты у нас ко второму году сдачи демонстрационных экзаменов стали понимать, что им это нужно, что это, во-первых, интересно, что они получают паспорт, спецпаспорт, что они попадают в базу, сдают. По деньгам. То есть по деньгам у нас проблема еще хлеще. То есть если директор техникума для меня сказала, что ей нужно, она посчитала 1 100 000 на сдачу, 1 300 000 на сдачу всех экзаменов, то, например, вот у нас в том году была компетенция по демонстрационному экзамену информационно-кабельной сети, подготовка и сдача демонстрационного экзамена по этой квалификации обходится по материалам 100 000 на одного человека. То есть если группа, да, одна из других, если группа 25 человек, то есть это 2,5 миллиона. Но как мы вышли из этого положения, конечно, попросили субсидию правительства, нас, председатель правительства лишь подошел к президенту, объяснил, и те техникумы, которые готовы были и хотели сдавать, проводить демонстрационный экзамен, им выделили субсидию, это в прошлом году. Сейчас уже мы начали тратить, не тратить, а использовать, скажем так, деньги наши внебюджетные. У нас техникум имеет и внебюджетное обучение, мы проводим дополнительные занятия, дополнительные курсы, мы участвуем в конкурсе WorldSkills Академии. В прошлом году мы порядка 149 человек обучили. В этом году мы конкурс выиграли на 220 человек, то есть внебюджетные деньги у нас есть, и мы используем внебюджетные деньги тоже для этого. И в качестве, конечно, оплачиваем работу и привлеченных экспертов, международных экспертов.
приглашаем на демонстрационный экзамен с предприятий. Проблемы на предприятиях нету, что вот не оплачивают эксперты предприятий, у нас такой проблемы нет. Дело в том, что наш техникум заключил соглашение с якорными работодателями, это наименее более крупные, которые берут у нас выпускников наших. Согласно этого соглашения, они платят нашим студентам, лучшим студентам дополнительную стипендию, то есть каждый сентябрь месяц они приходят их кадровики, выбирают студентов, то есть студент защищается на получение дополнительной стипендии. И эти предприятия платят нашим студентам от 2 до 8 тысяч дополнительных стипендий. То есть это очень хороший такой стимул. И предприятия берут у нас на практику студентов. Как правило, на практике эти же эксперты, которые участвуют в демонстрационном экзамене, на этих предприятиях и занимаются. Поэтому проблемы с привлечением с предприятий и их оплаты со стороны предприятий у нас нет. Ну, почему это сделано? Ну, на уровне министра. То есть на уровне министра. Наш техникум, маленечко, в отличие от других, учредителем является не Министерство образования, а Министерство связи. То есть министр связи у нас собрал руководителей предприятий, объяснил, что вот у нас есть техникум, который надо поддерживать и морально, и материально, что каждый персонально руководитель ведет ответственность, что должны давать руководители, должны давать стипендии, должны участвовать в жизни техникума. То есть вот, в принципе, вкратце о проведении демонстрационных экзаменов. Да, готов ответить? У вас, получается, Министерство связи вас курирует, да? Они не курируют, они учредитель нашего техникума. Учредитель. Вы скажите, что вся система так построена. Вот у нас Министерство культуры, вот у нас 4 компетенции. То есть у нас не все отдано от Минобра. Наоборот, отраслевики держат свои. Да, вот первый зам Минкультуры, то есть у них тоже техникум свой, который не является учредителем. То есть из 96... У нас получается так, что у нас наоборот Минобр раскидал компетенции, то есть если вот в регионах, например, все компетенции относятся к одному там, значит, Минобру, то у нас наоборот, у нас все раскидано по отраслям. Вот, например, на Гуль, да, я представляю Министерство культуры. Значит, у нас свой техникум народно-художественных промыслов, это базовая компетенция ювелирное дело, плюс огранка ювелирных вставок, и еще 2 компетенции тех значит, техникумов, которых нам вообще не относятся. Это звукорежиссура, это вообще федеральный вуз, но отвечаем мы перед руководством, так сказать, республики, и фотография это техникум, колледж, который относится вообще к Министерству образования. То есть они, получается, учредителями Министерства образования являются, но за вот Заводские демонстрационные экзамены, отраслевые при министерства. этом мы платим свои же собственные деньги. Минобр, как учредитель, за это не платит. И федеральный вуз тоже не платит. У нас дает деньги либо значит, учредитель, это мы Министерство культуры, либо СЦК. У нас такая система в Казахстане. Министерство образования тогда каким будет? У них есть свои компетенции, они оставили часть. Учитывая, что у нас 58, да, компетенций в Татарстане, 54, то у нас все раскидано. Вот у нас на Министерстве информатизации и связи часть, да, значит, Минпром, например, даже Госкомитет по туризму, вот сегодня говорили, там парикмахерское дело, гостиничные услуги, там, и так далее, и так далее. У нас, например, отдано это Госкомитет по туризму. У них вообще нет своих ответственных учреждений. Они занимаются только лишь привлечением туристического потока в республику. Но, тем не менее, вот так по отраслям раскиданы. Я так понимаю, что в этом есть, конечно, определенный смысл. Потому что держать все компетенции в одном министерстве, который, собственно, еще и должен и как орган государственной власти выступать, наверное, это очень сложно. А вот когда мы отраслевики, мы работаем, например, со своим техникумом очень плотно. Поэтому наш мальчик, например, Фанур, он уже и золото взял в Краснодаре, он у нас уже вошел в международную, значит, линейку по Российской Федерации, потому что мы, что называется, там продавливаем, как полагается. Да-да. А взаимодействие между СКО, между учебными заведениями, каким образом? Значит, у нас есть очень важная вещь, называется административный ресурс. Вот то, что сегодня говорил, да, и Данил Александрович, и вот то, что Юрий Николаевич сейчас говорил. Вообще во всей части Казахстана это очень сильная часть наша, да, конкурентное преимущество. И очень тяжелый для нас, как для исполнителей, у нас очень мощный административный ресурс. У нас все вопросы регулирует президент.
Он сказал, ты не пикнешь. Вот говорит же Багров сейчас, что у нас 100% людей все пойдут на администрационный экзамен. У нас нет вариантов. Можно да или можно нет. Конечно, да, и без вариантов. То же самое. Значит, у нас вопрос WorldSkills, вообще все вопросы, ну, наверное, не только потому, что в 2019 году Казань будет принимать международный чемпионат, а, наверное, именно потому, что перед нами поставлены задачи перед Татарстаном и патронирует всю нашу линейку скиллтовскую, да, на уровне вице-премьера. Гафар Шельхамидович, который является руководителем аппарата Кабмина, вот там все взаимодействие идет на самом деле через него, потому что у него есть просто право вот эту вот всю межведомственную ситуацию разруливать. И если где-то что-то как-то, вот почему, например, я как первый замминистра культуры Татарстана, да, как будто мне делать нечего больше, я приехала тут действительно, значит, по одной компетенции. У нас поставлена задача, что даже во все регионы мы выезжаем на уровне замов министров, у которых, конечно, административный ресурс очень мощный. И там вот идет вся вот эта вот вертикаль. Вот то же самое, вот эта система, она на самом деле работает. Нас, конечно, извините, коллеги, дрючат Богу душу мать, что называется, да, и мы, соответственно, тоже. Но это очень действенно, поэтому если мы понимаем, что у нас, например, нет денег, вот ей нужны станки, там, для ювелирки, это очень дорого. Это значит, что это, например, какая коммуникация. Она говорит мне, я говорю вице-премьер говорит, пиши письмо, сразу президент накладывает визу, документ. И все это решается гораздо, может быть, эффективнее, чем в любом другом регионе. Это сложно, это тяжело, говорить нечего. Вот сегодня уже, например, каждую субботу у нас президент проводит планерку, значит, он собирает вообще весь истеблишмент, да, это, значит, у нас планерка идет по мероприятиям, да, ну, у нас международная линейка вообще очень мощная такая, да, в Казани. Дальше следующее, это постройки, там, инвестиционные проекты, и третье, это вся инфраструктура социальная. И вот каждую неделю на уровне президента или на уровне премьера дрючат наших, значит, коллег, да, вот человек 11-12 лет работал замминистра информатизации и связи, да, он это прекрасно знает, да, сбежал, вот я тоже на низком старте, потому что работать невозможно, честно говоря. Я к чему говорю? Каждую неделю наш президент спрашивает, что у вас сделано по WorldSkills. Здесь что, здесь что, здесь что. Мы знаем, что в 2019 году вы приедете, коллеги, к нам, вы увидите это огромный экспоцентр, который действительно это очень дорого, это очень сложно, это все стоит в чистом поле. Вот. И мы абсолютно точно знаем, что у нас это все будет сделано. Мы когда-то в Абу-Даби мы ездили, наверное, кто-то из вас тоже ездил, да, в Эмираты, в октябре месяце не ездили, вот мы ездили тоже, у нас там был международный чемпионат, и нам передавали флаг этого международного чемпионата. Голодец приезжал, наш вице-премьер, да. Вот. Мы смотрели, говорили, что да, действительно, это вот у нас все так же вот пошагово идет. Еще раз повторяю, не в качестве похвальбы, это просто тот самый административный мощный ресурс. И отвечаю, собственно говоря, на ваш вопрос, наверное, там, сначала. А можно вам? Да. Скажите, а элементы национальной системы квалификации у вас в республике также мощно внедряются? Или... Поясните, пожалуйста, что такое элементы национальной квалификации? Национальная система квалификации, потому что Данил Александрович говорил, НОК, независимая оценка квалификации. Я не могу ответить вам на этот вопрос, потому что в этом смысле я очень узкозашорена. У меня вот есть 4 компетенции, которые я должна как бы отработать. А понятно, что... Может вы знаете? Ну нет, это и демонстрационный экзамен. То есть вот, фишка демонстрационного экзамена, в отличие от наших других, если, ну, кто не совсем понял, в чем. То есть вот раньше у нас в техникуме и у вас в техникуме преподаватели, которые учат наших студентов на протяжении 3,5-4 лет, принимают государственный экзамен и на защите диплома принимают сами же те, кто и учил. То есть он его и учил, преподаватель, он его и оценивает. Так было. А в чем заключается демонстрационный экзамен? В том, что в оценке на демонстрационном экзамене работники техникума нашего не имеют права участвовать. То есть мы приглашаем сертифицированных экспертов WorldSkills и работодателей, которые тоже являются экспертами WorldSkills. То есть вот в этом и заключается независимая оценка знаний. То есть мало того, что эксперты WorldSkills и работодатели оценивают, как мы подготовили наших студентов, также, получается, оценивают наших преподавателей, которые на протяжении 3,5 лет учили их. Вот. А если еще говорить вот о закреплении по компетенциям, вот давайте возьмем, к примеру, компетенцию WorldSkills видеопроизводства. В России всего 3 техникума по видеопроизводству.
Москва, Саха-Якутия и еще, боюсь соврать, какой-то город Новосибирск или. Но существует компетенция. То есть вот у нас в Татарстане не учат на видеопроизводство. Как вот распределили, как сказал первый замминистра, распределили видеопроизводство за Министерством связи. Министерство связи, соответственно, техникуму связи. У нас ни преподавателей, у нас ничего по видеопроизводству нет. То есть как факультатив, на коленках занимаемся и участвуем второй год по видеопроизводству. Результат. По прошлому году у нас серебро видеопроизводства. Вчера вот закончились Саха-Якутия, который имеет техникум, который имеет преподавателей, 6-е место, а Татарстан 2-е место, который нет специалистов, нет ничего, учат на коленях. В чем суть-то? Кто скажет? Почему на вы коленях считаете? учат тоже Татарстан, не на коленях. Шикарная база, Ну, во-первых. поскромничать надо. И второе, что там привлекаются специалисты, профессионалы. Вот в чем секрет. Работодатели. Да, работодатели. Когда начали все это, у нас Все и секреты, не было пожалуйста. ничего. Были работодатели. Татьяна Сергеевна Камалетдинова, она исполнительный директор, да, исполнительный директор Центра информационных технологий Министерства связи. Она занимается за внедрением в IT в образование. То есть, если хотите, она несколько слов расскажет тоже, потому что довольно-таки интересно. Вот у нас во всех школах, во всех техникумах у нас сейчас у учителей ноутбуки, у нас везде точки Wi-Fi. Вот как раз Татьяна Сергеевна, может, 2 минуты скажет, как она внедряла все это. Ну, может быть, это о другом. Я что хочу сказать, что нам вот пришлось, как уже, как сказал уже предыдущие мои коллеги, как сказали, сначала, когда у нас не было ничего, не было МЦК, у нас просто Кабмин раздал каждому министерству, вот вам компетенции. Ищите у себя профессионалов, ищите предприятия, чтобы они дали вам оборудование, чтобы они дали вам экспертов, все, чтобы они вам дали. И мы на личных связях вот ходили, искали подсчеты. Первые 3 года, у нас, по-моему, в 2012 или 2013 году был чемпионат российских Power Skills у нас, тогда у нас не было еще ничего. У нас просто привозили предприятия, свое оборудование ставили, что-то там докупили, что понимали, и вот это работали. Это уже МЦК создали гораздо позже. Сейчас мы говорим, слава богу, не ходим никому, не просим ни каждый станок, ни каждый там принтер, ничего этого уже не делаем. Но в принципе, если есть связь с производством, вот, я стала даже председателем Федерального учебно-методического объединения по группе специальности 0900. Вот, вхожу от Татарстана в группу разработки программы образования кадров цифровой экономики. Тоже в России занимаемся этим. Вот. Хотя я не образование вообще, я предприятие. Но вот в этой вот смычке четкой, когда есть предприятие, и когда предприятие, мы же заинтересованы в том, чтобы пришли хорошие работники. Я знаю, что я к себе беру человека на работу, я начинаю даже с вуза, я начинаю смотреть, ага, 25 человек группа, из этих 25 человек, там, 12 девочек учились, хорошо получали все автоматами, пошли замуж или куда-то там уехали. Да? Из оставшихся 13 мальчиков 4-5 только действительно программисты, только работники, остальные кто-то там гулял, кто-то там еще чего, производство не способен. Хотя он даже в ВУЗе учился 5 лет, чего уж говорить про технику. То есть предприятия для того, чтобы двинуться вперед, мы самые-самые заинтересованные люди. Поэтому рекомендация всем, как говорится, работникам образования, ищите своих будущих работодателей. У вас говорите 1700 студентов. Да. Ежегодно сколько выпускаете? 500, в том году 400 было. 500-400. А как они справились? Процент какой вы отслеживаете? Мы отслеживаем. У нас трудоустройство, ну, во-первых, 20% входит в армию, потому что мальчики. Трудоустройство, то есть ни одного человека у нас не стоит на бирже труда, ни одного человека. В принципе, вот таких якорных лет, то есть раньше, например, была организация Тателеком, которая брала по 30 человек, по 20 человек, по 40 человек. Сейчас такого нет. То есть если даже на практику раньше договора делали 5-10 договоров, сейчас мы договоров на практику делаем, подписываем даже до 1000 человек. Потому что, тем более, айтишники, они штучный материал, маленькие компании и так далее. Как правило, студенты нашего техникума уже с 3-го курса уже работают. То есть они сами себе находят работу, приходят к нам, просят, то есть сидят у нас на экзаменах. Проблем в трудоустройстве у нас нет. Вот. И я уж раз Татьяна Сергеевна меня поправила, значит, работодатель, я хочу еще сказать, у нас есть хорошие документы, которые помогают и демонстрационного экзамена,
Это постановление правительства о закреплении компетенций. То есть вот есть 54 компетенции, как написано, компетенции. IT-технологии в бизнесе. Значит, первая графа. Вторая графа. Кто закреплен? Пишут. Министерство информатизации и связи. Третье. Какое СПО? Казанский техникум информационных технологий. Четвертое. Какое высшее учебное заведение? Значит, написано Казанский авиационный университет. И следующая графа. Какое предприятие? Акционерное общество IC. То есть вот такая вот цепочка. И директор техникума, если придет в Минобразование, в отдел СПО, скажет: дайте мне денег, дайте мне, не отвечают. Вот у тебя есть работодатель, вот у тебя есть профильное министерство, работай с ним. То есть министерство вот так вот деньги налево-направо образование не раздает. То есть вот этот документ тоже, в принципе, помогает работать. И на уровне председателя правительства, когда вот этот документ подписывается, все, кто руководители вот этих министерств, работодателей, техникумов и высших учебных заведений собираются. Мало того, что им объясняется и говорят, помогает, еще составляется список и на уровне правительства обязывают закупить какое-то оборудование для этих техникумов. То есть вот такая вот у нас есть методика. Вне зависимости от формы собственности. Нет больше. Спасибо большое. Так сказать, лучшие практики Республики Татарстан. Спасибо большое, коллегам из Республики Татарстан. Действительно, по направлению вот закрепления отраслевых министерств наш регион тоже идет. В январе этого года мы подписали постановление правительства о закреплении каждого из 45 наших учреждений за 16 органами госвласти, и в разной мере, значит, свою работу они начали. Да? Так, ну давайте мы переходим далее к программе нашего сегодняшнего мероприятия. И сегодня у нас следующее выступление. Это государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха-Якутия, коммунальный строительный техникум. Выступает Калинина Светлана Валерьевна, директор техникума. Ну, техникум у нас является участником уже второй год. В этом году они по ТОП-50 участвуют, да, и в рамках приоритетного проекта «Рабочие кадры». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, я также начну свое выступление с опыта проведения демонстрационного экзамена, потому что основные ходы, этапы, шаги наши, все было выработано там методом проб, ошибок, серьезных ошибок, и хотелось бы немножко рассказать. Значит, следующий, пожалуйста. Это был пилотный проект, мы сдавали демонстрационный экзамен по специальности, не по профессии. Значит, демонстрационный экзамен проходила группа по специальности в количестве 9 рабочих мест, 9 студентов, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции, кондиционирования воздуха. Хочу отметить, что действительно в прошлом году была установка на то, что сдавать демонстрационный экзамен должны все выпускники, если мы идем на пилотный проект. Кроме этого были запрошены приказы о зачислении и о допуске к экзамену. И, соответственно, ну, конечно же, хочу сказать, что сохранение контингента 9 студентов из 25. Но, однако, ребята отработали очень хорошо. Экспертное жюри, пожалуйста, в полном составе отработали. Дальше следующий слайд, пожалуйста. Было разработано, утверждено дополнительное экспертное жюри, в котором уже принимают участие наши студенты, постоянные участники системы чемпионатов WorldSkills. Анохова Алена и Артем. Значит, результаты демонстрационного экзамена, значит, весьма и весьма позитивный, то есть уровень достаточно высокий был показан. Следующий слайд, пожалуйста. И наши студенты вошли в двадцатку, у нас тут, к сожалению, плохо видно, Республику Саха-Якутия, 20-е места по рейтингу в Российской Федерации. Однако, хочу отметить, что данный экзамен засчитан не был, потому что при проведении демонстрационного экзамена
была проведена замена материала. Ну, не буду объяснять долго причины, последствия, да? Однако хочу акцентировать внимание ваше на то, что ни в коем случае задание демонстрационного экзамена ни в каком направлении, ни назад, ни вперед, ни вправо, ни влево менять нельзя. К этому я еще вернусь. Следующий, пожалуйста, слайд. Это вторая специальность, по которой проходил демонстрационный экзамен. Это строительство, эксплуатация зданий и сооружений. Ну, вы видите, облицовка плиткой. 14 студентов на 14 рабочих местах. Хочу сказать, что для того, чтобы 100% 14 студентов прошли, были созданы вот такие каркасы, на которых была выложена плитка. Здесь, следующий слайд, пожалуйста, результаты тоже достаточно неравномерные, правда, да? Вот у Ушакова Алина 3 балла 35. Но мы с ребятами отработали таким образом, что как бы там ни было, идем до конца. Даже если вот совсем не получается, вот совсем, даже вот так просто положить. Ну, естественно, ребята показали очень хороший результат. Пепе Игорь Геннадьевич и Петров также вошли, но только в 30-ку уже. В целом, следующий слайд, пожалуйста, рейтинг образовательных организаций, вот по итогам пилотной апробации, да, я хочу все-таки напомнить, республика стала 6-й. Так, и все-таки, следующий слайд, пожалуйста, еще следующий. Значит, и что я хотела бы вернуться вот к вопросу по оборудованию и по материалам. Как отметила Ольга Александровна, как отметил коллега из Татарстана, это очень дорогостоящее оборудование. Ну, так, для информации скажу, что, например, согласно заданию, которое берется из задания чемпионата, душ вертикальный, если брать определенных требований, он стоит одна штука 12 тысяч рублей. То есть, если у меня 21 студент выйдет, да, ну, можно себе представить только душ вертикальный. Хотелось бы, вот, Данил Александрович, сразу прямой вопрос. На одном из вебинаров по подготовке к проведению демонстрационного экзамена по ТОП-50 был задан вопрос образовательным учреждениям по ЧПУ. Значит, ну, сам станок есть, а основа для станка отсутствует. Чтобы получить электронный аттестат Центра проведения демонстрационного экзамена, да, то есть этот станок должен быть определенных требований. И был вопрос, станок соответствует требованиям, а форма вот эта станина нет. Они нашли аналог, он стоит 5 миллионов, а оригинальная станина стоит 16 миллионов. Нам на вебинаре пообещали, вот представитель ОСИ, который этими вопросами занимается, обещали этот вопрос, ну, потом решить. Потому что все-таки это не только мы, это вся Россия, это, я понимаю, оборудование мы вложились в рамках комплексных модернизаций, в рамках грантов, в которые мы стараемся сейчас очень-очень активно участвовать. Но расходные материалы – это очень большой вопрос. Хотелось бы отметить, что вчера вот мы встречались, кстати, с представителем Центра оценки квалификации независимых, и он мне сказал такую фразу. Вот мы, ЦОКи, оцениваем навыки наших вот студентов, ну, выпускников, то есть тех, кто приходит, заявляется, да, не по тому оборудованию, которое он может, а по сути. То есть неважно, какая будет насосная группа, ГРОЭ, ТСЗ там, или еще какая-либо-нибудь, принцип, суть работы данного оборудования одинаковый. То есть студент, выпускник, специалист должен прийти, как вот сказал Николай Николаевич Терентьев, да, он должен прийти, и если там написано насосная группа, то неважно, какую мы поставим, она будет стоять, эта насосная группа, он должен разобраться, взять технический паспорт и быть действительно специалистом. Ну, это мое личное мнение, да, и, может, возможно, я не сюда лезу, но этот вопрос действительно очень серьезный, потому что, когда мы разрабатывали программы комплексных модернизаций, они идут в рамках WorldSkills, исключительная направленность, и мы не могли не столкнуться с тем, что аналоги нельзя, описание закупки подобрать, вот чтобы действительно именно это было, ну, невозможно. Это нужно сидеть 20-48 часов в одни сутки.
Поэтому я бы хотела все-таки вот эти вопросы, мы с Леной Лукинишной очень долго общались, хотели написать письмо, но вот в связи с большой загруженностью, с очень высокими требованиями, конечно, это достаточно тяжело. И хотя бы вот к 2019 году инициировать решение данного вопроса. Потому что суть любой профессии, суть любого специалиста, он должен, гранта это, или Калина, прости господи, да? Он должен понимать, что свечи, клапана, они одинаковые. Единственное, что производитель, китайский или нет. Вот у нас, например, мы столкнулись с тем, что труборез. Вот, ну не знаю, какой такой делец умелец сделал, да, из какого металла, но они сломались. Дети чуть-чуть пережали, все. То есть на тренировке труборезы, которые стоят 8 тысяч, да, на 20 человек, естественно. И вот этот список инфраструктурного листа сидею на глазах. Ну, мы все сидим, конечно, с возрастом, но тем не менее, учитывая финансовое состояние, да, наших образовательных учреждений, не все могут участвовать в комплексных модернизациях, грантах, конкурсах, или участвуют, но не всегда успешно. Мы вот 2 конкурса проводили уже, то есть нам документы вернули обратно, хорошо, что, ну, как бы нас уведомили, да. Но так или иначе, здесь вопрос нужно по оборудованию, а особенно по расходным материалам все-таки решать. Потому что изначально, ну, накапливаются большие суммы. Я просто скажу, у нас вот сейчас нужно на сантехнику отопления только лишь на расходники 2 миллиона 894 тысячи. Ну, как мы выходим из положения, как Ольга сама сказала, выкручиваемся, да? И знаете, я хочу сказать вот огромное спасибо нашим, ну, и бизнесменам, индивидуальным предпринимателям нашей республики. Как ни странно, к нам навстречу пошли магазины. Группы компаний, которые реализуют товары. Ну, они, конечно же, не закупают вот прям вот совсем модернизированные какие-то материалы, то есть новейшие технологии, но тем не менее, именно они стали нашими помощниками. Они идут на любые условия. Рассрочка, просто так. Да ладно, мы подарим. Да вот заберите, ради бога, только отстаньте. Ну да, мы такие, мы ходим по каждому, кланяемся, просим. Вот сейчас у нас, несмотря на все сложности, заключено соглашение с компанией «Адгезия». Ну, здесь они, учитывая сложные сроки строительства, все-таки взяли нас на дуальное обучение. Мы сейчас начинаем это прорабатывать. Но все-таки они не могут, например, нам оказать помощь материалами. Ну, вот, для сухого строительства и так далее. Потому что они используют в строительстве немножечко другие материалы. Они уже не подходят. Ну и хочу поддержать коллег, что сначала действительно у студентов желания особого сдавать экзамены не было. Вот, особенно по специальности. Но когда мы им проговорили паспорта skills, потихонечку стало меняться. Когда они сами поучаствовали в системе чемпионатов, это тоже стало неким мотиватором. Им интересно стало, что это новые материалы. То есть у нас очень большая работа была проведена по дополнительным тренировочным занятиям. Однако это очень большие затраты, опять же, исходя из материалов. Дальше. Вот типовая структура программы ГИА – это вот то, что мы сейчас разрабатываем. Да, я заканчиваю, я сейчас быстро. Дело в том, что она в принципе простая, но от нее пойдет дальнейшая разработка документов итоговой государственной аттестации в форме демо-экзамена. Следующий слайд, пожалуйста. Приказом от 17 ноября 2017 года. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь проведение государственной итоговой аттестации. И здесь я бы хотела отметить ваше внимание, что в случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят также эксперты Союза агентств по развитию профессиональных сообществ и рабочих кадров. Но когда мы делали, то есть направляли материалы в министерство о утверждении председателей, теперь далее потом делали о составе ГАК, мы столкнулись с некими необходимостью менять приказ. Приказ был изменен, однако это все забирает время, и мы не выполняем определенные точки. Следующий слайд, пожалуйста. В этом году... Следующий слайд, пожалуйста. Мастер отделочных, строительных и декоративных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Комплекты... Следующий слайд, пожалуйста. Комплекты оценочной документации по сухому строительству и штукатурным работам код 3
компетенция сантехника и отопления код 2. Здесь мы постарались оценить не потому, что у нас есть, а по фактической готовности студентов. Кроме этого, к сожалению, у нас 12 студентов было запланировано к сдаче, 3 студента у нас отчислены по итогам экзаменационной сессии. По сантехнике и отоплению 21 студент, но общий отток студентов с декабря месяца, к сожалению, 7 человек. На самом деле, не буду оправдываться, объясняться, но есть 50% потери контингента, технические специальности, но если вы обратите внимание на предыдущий по специальности монтаж наладка внутренних сантехнических устройств, там у нас было 9. То есть здесь мы уже стараемся сохранить, и работа ведется. То есть в динамике видно. Далее, по экспертам согласовано по сухому строительству и штукатурным работам на 6 рабочих мест. Следующий слайд, будьте добры. Согласовано 6 человек. По сантехнике и отоплению до сих пор пока еще, к сожалению, не согласованы 8 человек. То есть экспертами от лица работодателя обученные у нас готовы. Однако в прошлом году и на системе чемпионатов мы отработали хорошую систему взаимосвязь, вот то, что эксперты, преподаватели из образовательных учреждений. То есть, вот, например, Якутский промышленный техникум, Хаметов Валерий Рустямович, он обучился, и он приходит к нам и работает экспертом. И тут уже никаких вопросов по поводу оплаты и так далее не возникало. Хотя в первом экзамене было. Сейчас у нас это итоговая государственная экзаменационная комиссия. Здесь заложена оплата. Конечно, она не великая, но тем не менее она есть. Следующий слайд, пожалуйста. Вот он, как выглядит электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена. Вот сухое строительство и штукатурные работы, здесь указывается код 3, и, соответственно, когда выдан и до какого числа действителен. На следующий год, значит, нам надо будет получать новый. Так, следующий слайд. Следующий – это вот сантехника и отопление, то, что было в отчете. Получили буквально недавно. Следующий слайд, пожалуйста. График сдачи демонстрационного экзамена. Он был представлен. Здесь я хочу, коллеги, вам дать, может быть, рекомендацию, может быть, возможность сейчас при разработке учебных планов, пожалуйста, учтите разработку календарного плана. Потому что, вы знаете, оборнадзор, когда проверяет, они жестко смотрят выполнение календарного учебного плана, правильно? Я не ошибаюсь, потому что уже получила замечание. Вот. Здесь у нас на сдачу экзамена дается неделя. Это максимум. Рабочий. Да, поэтому вот как хотите в неделю. А у нас, допустим, по сантехнике и отоплению, вот хоть убейся, 10 дней надо. Поэтому, но это все можно отрегулировать, хотя бы вот согласно рабочих мест, отрегулировать в календарном учебном плане при согласовании с институтом, в Институте развития профобразования. Ну и сейчас мы этот вопрос немножечко отрегулировали за счет компетенций, которые идут, они получают еще. По сантехнике и отоплению профессии мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем, они сдавали электроснабжение внутреннее. И за счет этого они у нас получились. Следующий слайд, пожалуйста. Подготовка нормативно-правовой базы – это основные этапы. Но хочу отметить, что в настоящее время Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования осуществляет мониторинг готовности образовательных организаций по нашему направлению к проведению демонстрационного экзамена. Следующий слайд, пожалуйста. Работает личный кабинет ГИВЦ в системе, который разработана дорожная карта по точкам. Видите зеленые точечки, да, это коммунально-строительный техникум, вложил документацию. И если она зеленая, значит содержимое вот данной документации соответствует. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. И вот красный. Да? Это говорит о том, что мы не своевременно или не вложили, или задержали достаточно серьезный срок. Да, вот здесь у нас перерабатывается по замечаниям график прохождения ЕГЭ. Ну, форма протокола у нас готова, а положение о демонстрационном экзамене у нас перерабатывается. Сегодня мы будем это все исправлять. Однако, если образовательное учреждение не своевременно предоставляет какой-либо
точку выполняет, да, оно попадает в зону риска. То есть есть риск, что мы не будем готовы к проведению демонстрационного экзамена. Все, спасибо за внимание. Спасибо, коллегам. Итак, мы завершаем наше мероприятие. Значит, напоследок хотела бы Данилу Александровичу и нашим коллегам задать несколько вопросов. На следующий год у нас запланированы ряд, уже в рамках ПГОС поток 50 демонстрационных экзаменов, будут сдавать уже 15 учреждений, да, 5 по 5 профессиям, это будет впервые, да, это мастер и других учреждений, да. Нам бы хотелось услышать, какие предстоят, возможно, будут изменения по формату проведения экзаменов, да, и какие сроки нам ориентироваться. Мы подготовку Петр Прокопьевич на следующий год уже начали, да, готовности наших образовательных учреждений, и скорее для того, чтобы не было там сюрпризов к следующему году, да, и по оборудованию, и по условиям, узнавать об этом предварительно, да. Также мы столкнулись с тем, что федеральные государственные образовательные стандарты, они говорят об ориентированности, о выборе квалификации, компетенций, да, для реализации в конкретном образовательном учреждении, для конкретного требования региона. Да. И в связи с этим образовательные программы наших учреждений имеют такую специфику, что выбирает только отдельные квалификации. Да. А по факту демонстрационный экзамен говорит об определенных количествах модулей, да, которые обязательно нужно сдавать. А в образовательных программах их не оказалось. Таким образом, в этих случаях нам быть, да. И следующий год грядет ли нам, возможно ли, кроме топ-50 обязательных, которые будут сдавать по экзамены, значит, будут ли пилоты, да? Опять же, можем ли уже, значит, ориентироваться на пилотную сдачу. Ну и к коллегам обращаюсь, да. Значит, демонстрационный экзамен – это уже обязательное требование. К нему мы с вами не уйдем никуда. Либо мы, значит, выбираем те профессии, это не я говорю, это уже некоторые учреждения думают об этом, да, выбирать те специальности и профессии, которые не требуют экзамена, да. Значит, это, я считаю, не выход, да. Мы должны развиваться и идти вперед. Я маленько хотел прокомментировать Светлану Валерьевну. Мы завтра с Светланой Валерьевной встречаемся, да, с вами? Да. Отлично. Для общего, чтобы все-таки... Вы говорили про оборудование и конкретные марки. Но, коллеги, значит, ни в одном инфраструктурном листе, предъявленном требованиям к оценочным материалам, которые утверждены экспертным советом управления, нету марок оборудования, что должен стоять станок такой-то или станок такой-то. У нас логика построилась следующим образом. На одном экзамене, и практика такая уже есть в рамках этого года, до 5 вариантов станков, если говорить о фрезерных работах или токарных работах на станках ЧПУ. В прошлом году у нас было прописано оборудование конкретной марки, и в скобках было написано аналог. В этом году мы полностью от этого ушли, и по расходным материалам, если говорить, то есть ряд компетенций, к примеру, неразрушающий контроль, где нужны конкретные образцы для того, чтобы выполнить конкретный практический модуль, для того, чтобы оценить. И другую замену, допустим, если говорить о расходных материалах, возможности не будет. Но если что-то я не так говорю, мы завтра с вами это пообсуждаем. Второе, то, что касается, еще раз к вопросу Ольги Александровны и вашему по стоимости экзамена. Во-первых, то, что касается Ольги Александровны, она это делает в пилотном формате, это делает, так сказать, добровольное. А если мы говорим о федеральных государственных образовательных стандартах в соответствии 150, то вы это сами, наверное, хорошо знаете, если колледж пролицензировался на ТОП-50, и его министерство обеспечило контрольными цифрами приема, он должен это реализовать.
То, что касается новых федеральных ВГОСов, макетов и примерных основных образовательных программ, то, значит, демонстрационный экзамен первый включен туда, а во-вторых, в примерных основных образовательных программах идет полностью синхронизация компетенции и требования, так сказать, квалификации. Понятное дело, что квалификация полностью не закрывает компетенцию, а наоборот компетенция дополняет квалификацию. Это первое. И второе, это ссылка на как раз таки инфраструктурные листы, оценочные материалы на, значит, Союза WorldSkills по конкретному экзамену. Для нас и для департамента профильного это означает следующее, что если колледж получил лицензию на подготовку, его регион обеспечил контрольными цифрами приема. Я хочу обратить внимание, что лицензирование – это дело добровольное, по крайней мере на сегодняшнем этапе. И то, что 1,5 колледжей на сегодняшний день вломились, не понимая куда и что, и не зная, что им предстоит с этим делать, это уже вопрос непосредственно колледжа и региона. А с нашей стороны, если, значит, получена лицензия и обеспечена КЦП, значит, для нас это означает, что колледж имеет соответствующее оборудование и способен провести демонстрационный экзамен. Дальше. То, что касается 2018 года. Но, понятное дело, для нас в приоритете будет проводить экзамены в соответствии с ГОСами, то есть то, что будет в рамках ГИА. Дальше, то, что мы будем закладывать в дорожную карту регионального стандарта кадрового обеспечения, там будет демонстрационный экзамен. То есть пилотирование самого проекта, оно будет продолжаться в этом направлении. Ну и еще что было? Про вопросы я сказал. В принципе, все. Ну вот я ответил на ваш вопрос. И про вопросы я ответил. Ну, по изменениям мы на самом деле, вот Светлана Валерьевна сегодня показала в своей презентации электронный аттестат. В прошлом году таких бумажек колледжи даже не видели и не получали их. То есть я к чему? К тому, что в любом случае у нас модернизация и развитие проекта, оно имеет место быть. Мы будем подводить итоги в первую очередь экзаменов, которые прошли по ВГОСам ТОП-50, и та нормативка, на которую ссылались сегодня коллеги, это приказ о порядке проведения государственной итоговой аттестации, это не последние изменения, которые будут, и об этом уже и Черноскутова говорит, и большая работа с Союзом ведется в этом направлении по формированию предложений, в том числе, чтобы колледжам была возможность проводить эти экзамены. Ну, то есть первая рамка – это нормативно-правовая рамка, она будет меняться, она будет совершенствоваться с точки зрения формализации, уточнения процедуры демонстрационного экзамена. Безусловно, сейчас актуальна, как я говорил, финансово-организационная модель проведения демонстрационного экзамена. Ну, например, что делать, и вы, по-моему, тоже об этом сказали, когда он должен получить квалификацию, у него там в дипломе прописывается в соответствии с ГОСом, а сдает демонстрационный экзамен он по конкретной компетенции, что является частью квалификации. Здесь тоже в этом плане Министерство науки, Министерство просвещения уже сейчас этот вопрос регулируется. Это регулируется как раз таки и, о чем сказала Светлана Валерьевна, учебными планами. И у нас есть с вами промежуточная аттестация, есть у нас с вами итоговая аттестация. На выпуске он показывает часть. И это было при традиционной системе. Он там не демонстрировал свои знания всей квалификации, так сказать. Поэтому это при традиционной системе такая была, но она не так остро стояла. А при, так сказать, демонстрационном экзамене, да, она стала актуальной, и об этом сейчас модно говорить. Однако с точки зрения регулирования и присвоения квалификации, выдачи диплома, я имею в виду, там проблем нет, и есть мероприятия, которые нужно проводить в соответствии с учебным планом, в соответствии с образовательной программой и
другими документами, которые регулируют образовательный процесс. Ну вот, собственно, и сама технология, я уже об этом маленько сказал, но мы планируем, что полностью в следующем году будет автоматизированный экзамен. Министр будет получать уведомления по каждому экзамену, где что сделано, где что не сделано. РКЦ это будет получать, директор колледжа это будет уведомление получать. То есть можно полностью весь процесс мониторить. Ну и задача, которая есть, мы ее так или иначе в этом году решили, у меня там, по-моему, в слайдах было. Если в прошлом году средняя стоимость экзамена была на одного человека по всем 74 компетенциям составляла 37 тысяч рублей, все компетенции посчитали, разделили на количество компетенций, вывели общую сумму, то в 2018 году эта сумма составляет около 20 тысяч рублей, средняя. Но опять-таки мы в прошлом году запросили от колледжей, от регионов информацию по стоимости экзаменов, сколько стоил экзамен для колледжа. Это проанализировали, сделали рейтинг топ дорогих компетенций, топ дешевых, и в рамках формирования оценочных материалов пришли к выводу, что у нас должна быть градация уровней заданий, и как раз таки мы ушли от требований к конкретным маркам оборудования и расходным материалам, что позволяет, собственно, в большинстве компетенций покупать то, что есть в регионе, не ехать там через всю страну, транспортные расходы и так далее. Ну и система оценки и результатов, использования этих результатов, мы в этом направлении тоже планируем дальше заниматься развитием. Ну и на этом я, наверное, закончу. Коллеги, большое всем спасибо за внимание, за участие в этом мероприятии. Я думаю, информация была полезной и интересной. Надеюсь, что экзамены, запланированные в 2018 году в образовательных организациях Якутии, пройдут в соответствии с планами, и никаких курьезов не будет, и результаты подготовки будут высокими. Спасибо. Давайте от нашей системы СПО тоже поблагодарим Данила Александровича, что прилетел к нам и, значит, проводит такую работу. Завтра, значит, уже коммунально-строительная техника у нас продолжится работа, да. И спасибо вам, что выдержали эти 2 часа и сегодня участвовали на мероприятии. До свидания. Ну, там критерии прописаны.